есть они начали исследовать. Открытия зданий реставрировались, находки отправлялись в музеи или оставались на местах всеобщего обозрения. Поэтому, когда находят вот таких вот больших исторических мировых памятников какую-то часть наследия, они отправляются либо какие-то музеи большие, да, это в Париже, может быть, какие-то большие крупные музеи. И наверняка, кто был в Петербурге, видели очень много памятников, например, из Китая привезенные, да? Из Египта. Очень много памятников, которые из Египта. Можно найти, прям ходишь по городам и видишь эти памятники. В музеях просто части этих находятся. Вот. А это, по-моему, искусствовед Вио де Дюк разработал методики точного подхода к обмерам и описанию предмета старины. Вот его такая вот книга есть, 2 тома, «Беседа об архитектуре» называется. И если хотите, я могу отправить, у меня в электронном варианте они есть. Можете посмотреть, потому что все-таки исследование и реставрация начинается, точнее реставрация памятника начинается всегда с исследования, научного исследования. Поэтому этот человек был, так сказать, отцом, который разработал методику точного подхода к обмерам и описанию предметов старины. Вот. Можете записать его имя. И вот эти книги о беседе об архитектуре тоже как бы важны для вашего образования, скажем так. Все же поняли, да, что такое реставрация, ремонт и консервация. Консервация — это 2 типов. Когда дальше покажу, да, анализ причины повреждения. Это повреждения, да, которые эксплуатационные повреждения. Вот, например, какие факторы разрушают памятники? Это природно-климатические, понятное дело, да, место расположения памятника. Когда Бекетов приплыл, да, наши края, получается, он трижды строил свою башню. Кто знает? Острог, да. Башню Острог. 3 раза строил. Он сначала построил там, где Нижний Бестях, ну, подальше чуть-чуть. Причина того, что он оттуда ушел, имеется в виду, там затапливал. И месторасположение памятника очень важно в этой части. Потом он немножко подальше там построил, он тоже как бы, когда паводок произошел, памятник тоже затопило. Ну как памятник, его башню, получается, строг. И он перетащил его там, где бывший, говорю, сейчас театр оперы и балета. Это изначально историческое место, где стоял этот острог. Кто не знал? Для кого-то открытие, да, чтобы башня там стояла. Имеется в виду на площади Дружбы, да? Да, она там стояла. Мы посмотрим фотографии, потому что многие мои бывшие студенты не знали то, что оказывается. Они думали, что старый город. В старом городе стояла, а в старом городе не стояла. Площадь Дружбы там прям стояла, и там же он сгорел, получается. Это подожгли, получается, когда он там стоял. Получается, когда он там стоял, его подожгли. Нет, да? Нет. Он же там стоял. Нет, он стоял там, да, я немножко историю расскажу. Потому что этим вопросом занимался, да. Ну вот по башне, вообще по Острогу Якутскому, да, он, конечно, на той стороне был, несколько раз его переносили. Потом в 1642 году уже Головин, такой, да, воевода, перенес на эту сторону. Он стоял примерно вот там, где Кружало у нас, да, примерно вот в тех, там, где идут споры. Одни говорят, что в районе городской бани, да, другие говорят, что там ближе от Преображенской церкви, там, да, чуть правее там, да. И
даже картина есть, вот там вот как раз в этом месте. Потом, конечно, стало тоже подтапливать это дело, и было принято решение перенести вглубь этой территории. И как раз поставили там, где площадь Дружбы, там вот как раз стояла вот надвратная башня Якутского острога. Там не только был острог, но еще и Кремль был деревянный. Очень мощнейшее сооружение было такое, да, оборонное такое. А это стояла надвратная башня, там сохранялась, и в советское время там стояла, и затем в 60-х годах ее перенесли на территорию вот, музея Ярославского. Вот там, где комплекс Сергея стоит, вот здесь вот, здесь вот как раз стояла эта башня. Именно та аутентичная историческая башня стояла. Да, вот. И, к сожалению, в преддверии опять нашего юбилея города Якутска, это в 2002 году, эту башню просто сожгли мальчишки. Да, к сожалению, такой исторический объект был сгорел. И буквально в течение 2 недель где-то, а ее как раз вот по обмерным чертежам установили вот на улице Кировой, то что тогда как раз по обмерным чертежам башня та стоит. Все остальные там 2 башенки, они как бы уже как бы реплики, можно сказать, да, они не по размерам сделаны и прочее, а вот та стоит именно по размерам, она тем и ценна для нас. И мы вот эту башню содержим, там у нас выставки проходят и прочее. А в Сотинцах, в музее Дружба, там не копия, да, его? Нет, Это а там, Зашиверский. там есть копия Зашиверской церкви. А, это другое. Это другое, да. А вот площадь Дружбы, Да, вот она Да. стоит, это вот, да, Академия наук, Академия наук, да, которая строится, совершенно вот. правильно. Вот. И видите, вот тут заборы раньше. Сейчас вы тут гуляете, просто проходите. И тут пусто. Ну тут Кулаковский сидит. Да? Вот старые фотографии надо изучать и исследовать, потому что пока вы не знаете историю, вы не будете чувствовать, понимать, зачем это надо. Поэтому это очень важно. Так, продолжим. Ну вот, природно-климатические условия. Ну, как говорят многие исследователи из Новосибирска, почему Зашиверск в Новосибирске, да? Раньше уже он находился у нас, получается, где Верхнеянский. Дальше же, да? Да, это на реке Индигирка. Это был вообще центр вообще арктических районов всех, Зашиверск был. Да, проезжали путники, Да, останавливались, да. и там, ну, как бы это была точка, где останавливались. Там ярмарки были, прочее, там и острог был. Да, и сейчас это в Новосибирске, и как они говорят, что благодаря вечной мерзлоте Якутии все это вот хорошо сохраняется. И вот природно-климатические, как я вот показала, да, вот тут написано, например, вот тут написано радиация, температура, воздушный поток, осадки, газы. Ну, радиация это как бы у нас такого не было. Шум, звуковые колебания, ну, землетрясения могут быть, да? Это все те факторы, которые разрушают памятники. Вот это я взяла в презентации от того кандидата технических наук, и он как раз-таки исследовал вот это вот. Так, вот находится наш Якутск, и так как Сибирская плата, он чуть-чуть выше, да, Муран, мы находимся как бы на той территории, которая, ну, теоретически может затапливать. Ну да, котловина, скажем так. Да. И, терраса. да, и у нас очень такая болотистая почва. Замечали? Да. И вот вы гуляли по улице и видели, что вот такие вот кочки, бугорочки, это дерево, которое, ну, выходит. И прямо, если вы ходили там, где Орджоникидзе, там же есть вот МЧС, да, и напротив же есть такой вот этот торговый комплекс и жилой дом такой. И там, если вы идете, там такие вот бугорочки, и это прям, если посмотреть, это фундамент как бы жилья, который там стоял. То есть там прямо линиями можно показывают. даже, да? Да, и они сверху вот так вот положили асфальт, получается, и все это выплывает наверх. И еще вот он, где этот магазин Ирина нет, там тоже, если вы замечали, там тоже бугорочками стоит. Это тоже фундаменты той старины, которые остались под асфальтом. Вот. Ну, вот такие вот моменты можно словить. А вот
как эти бугорочки возникают? Вроде там, когда строили, там, выравнивали, там, асфальтировали, да, они начинают как грибы лезть. Вот почему? Вот со Ну, временем честно, же земля же промерзает, а потом оттаивает. И получается она как скучивается. Ну, ходит, получается. И Ну, там, ну, вталкивается. ну, в принципе, близка к этому, да. Вот, допустим, бревно, которое здесь столб, да, дома на столбе стоит, да, под пяткой, там всегда как бы, ну, в летнее время влага, когда идет по столбу, она накапливается внутри там, да, вот, небольшая там, ну, как бы, лужица воды где-то под пяткой. А мы знаем, что зимой, ну, вообще, когда вода замерзает, она увеличится в объеме. И эти чурочки наши зимой как раз их выталкивают. Вода замерзает, превращается в лед, объем увеличен, она как домкрат выталкивает на несколько там сантиметров, да? Летнее время, когда все тает, полость, вода снова уменьшается в размере, остается полость небольшая, которая в летнее время до осени опять накапливается водой. Зимой снова замерзает, и снова тут уже объем воды больше, значит, сильнее выдавливает. И вот иногда смотришь, прямо вот, я вот смотрю, и вот особенно по железным трубам видно, да, вот, прямо вот старая до метра поднимается вверх. Вы представляете, вот, какая сила у воды при замерзании. Вот и поэтому вся история у нас начинает подниматься, и мы можем увидеть эту историю, эти дома, которые там стояли. Знаете, вот как здорово. Да, и если вернуться опять же к фотографиям, да, былых времен, я тут хотела вам показать картинки моего преподавателя Олега Георгиевича. Так, я открою другим способом. Вот этим. Видно? Это теплое озеро. Там мы сейчас катаемся на коньках. Вот. Видно, да? Поняли, где это? Да. Да? И там раньше стояли вот такие вот деревянные дома. И никаких высоток там не было. Сейчас высокий там дом стоит. Это Ярославского улица. Что слайд включился. Это Ярославского, дом торговли вот этот вот стоит, да? Да. Ярославского, и вон там наверху за вот улицей Ярославского там весь деревянный, абсолютно деревянный. Раньше это было так. Видно? Вот если вы попадете пару лет назад туда, 1968 год, то вы увидите, что вы не узнаете свой город. Вот, поэтому реально бабушки и дедушки, они жалуются, что мы тут потерялись. А это библиотека Пушкина, улица Большая, бывшая улица Большая называется. Это Академия наук. Здесь топка стоит сейчас. Да? Площадь Дружбы. Тоже, ну, не узнать. Вот здесь вот мастерская вашего директора есть. Ходили туда на выставку? Ну, в смысле, смотреть его работы. Вот этот дом сейчас разрушается тоже. Он такой весь упал. Который? Там еще так... Вот это хрущевка? Да, там по-моему, подросток был еще. Да, там подросток, Да. а в свое время там был ресторан, знаменитый ресторан «Север». Да, там ресторан был, ага. И плюс там выше это мастерские художников. Ну, если вы замечаете, там он вот так вот падает. Да, И посередине да. там трескается уже. Трещина. Трещина идет Уже не в прямо аварийном вот так, а состоянии, как-то да. боком она идет. Вот. Там не угадаешь, как пойдет. Потому что вечная мерзлота, болотистость, это, ну, очень плохое качество для памятников. Но он не объект культурного наследия. Да? Нет. 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 А вот театр оперы и балета, площадь Дыгына называлась раньше. Вот Олег Георгиевич написал площадь Дыгына. Но сейчас это Дружба народов называется. И вот как раз-таки было место, где вот Кремль был деревянный. Так, дальше у меня есть. Это площадь Ленина. Сейчас площадь Ленина. Да. Она абсолютно пустая. И за домом, вот, как называется этот дом? Это школа. Зашит? Школа, по-моему. Школа, да, Есть искусства. Контрактмет еще сзади.
Вот. И, Раньше это был политпрос. да, и вот он тоже весь деревянный. То есть Якутск можно было бы Да, вот, кстати, подняться на еще раньше скажу я вам, да, вот смотрите, площадь Ленина, она вот прямо прямоугольником таким, да? Она сохранилась, вот здесь была старинная постройка. Это здесь большой гостиный двор был. Каменный гостиный двор здесь стоял. Вот он сохранялся до 50-х годов. Он здесь все стоял. И потом, когда его просто снесли, вот площадь, она вот такая получилась. А фотографий нету к нему? Есть фотографии, да? Есть, да? Да. Я не Вот, видела. пожалуйста, видите, вот, допустим, до революции один вид был, это был, в общем, торговый центр здесь большущий. Да, вот. А потом превратился в площадь Ленина. Сегодня вот уже, сегодня уже проект, по-моему, был конкурс международный. Тут что-то будет такое невероятное выстроено. Кольцо. Кольцо будет. Кольцо с руническими символами. Так. А это Амосово. Собранская улица раньше. Видите, там лошадь и сани. И сейчас это Майтона, как мы знаем, да? Ну И да, деревянные. Да. Ну, там сейчас Но вот это как раз вот, да, вот он объект, это вот как раз вот реставрируется, что ли, на ремонте стоит. Это здесь вот где ресторан река озеро Лес. вот здесь расположен. Мгм. Да, тут жилой дом, и вот там как раз вот и Майтона там, вот там дальше уже старый город. Да, вот. Так. Все что ли? А, нет. Пусто тут. Прям видно. Ща покажу. Так. Это площадь Орджоникидзе. Дома связи нету пока еще тут. В 1062 году. Вон. Площадь Ленина называлась. Это площадь Ленина, площадь Орджоникидзе. Да, видимо, раньше называлась площадь Ленина. 62 год. Так, а вот этот центральный. Видите, там этаж добавился. Вон там. Да, и тут даже вот был Башня. шпиль, тут нету. Да, уже. шпиль они убрали, Да. но шпиль-то он такой красивый. Да. Вот каждый объект, он как бы русский театр, Алроса там нету, а там двухэтажные дома невысокие. А это был клуб приказчиков, вот этот вот. А тут дальше вот был магазин, знаменитый тоже одноэтажный магазин. Магазины, а это кружало. Видите, как близко река к Приклуну? Ну, видимо, весна. Ну, судя по одежде людей, да. весна. А в то время, видите, вот у нас почему меньше стало воды на Зеленом? Потому что в советское время там построили дамбу. Вот до 202 микрорайон там дамба. А пока дамбы не было, река всегда подходила близко, и вот здесь всегда стояли баржи, или там карбасы стояли, да? С них была постоянная ярмарка. Здесь вот была ярмарка абсолютно все лето. И когда эти карбасы, потом весь товар продавался, эти карбасные эти материал тоже шел в продажу, потому что они обратно вверх не могли идти, они только сплавлялись вниз. И из них строили амбары, заборы. Сейчас уже не осталось этих заборов, которые, допустим, раньше были с дырочками такие. Наверное, встречали, видели, да? Это вот как раз карбасные доски, это вот с барж, с того материала. А так, где я видела, такие заборчики пытались сделать, ну, выставить. Ну да, их сейчас мало совсем. Допустим, я в своем детстве и молодости видел, там постоянно все заборы были в Якутске такие. Ну, сейчас заборов даже не увидишь, там железные сваривают, получается. А этот тоже теплый. Видите, какие дома? Вот. И так, я рассказала про фактор разрушения памятников. Это природно-климатические. Ну, мы видели, да, какие эти природно-климатические бывают. Месторасположение памятников тоже очень, влияет на сохранение все-таки памятника. Эксплуатация, физическое воздействие, это может быть, опять же, какие-то физическое воздействие, то есть это может быть разрушение, вот, опять же, человеком, либо же природными явлениями, да. Вот. И еще другие есть, возможно, вы вспомните, но я вспомнила только 3 фактора разрушения. И в России
внимание на исторической архитектуру стали уделять только в XVIII веке и во второй половине XIX века. Они больше занимались починкой этих икон. Сейчас покажу. Так, иконы. Вот. То есть, ну, если так подумать, да, логически. Вот у нас есть какой-то памятник, он еще не памятник, потом проходит время, какие-то разрушения, и там он уникальный в своем роде. То есть это единственное сооружение, которое таким образом построили, и он носит уже какую-то историческую ценность. И историческую ценность, как мы сказали, нужно сохранить, потому что есть будущее поколение, и мы должны оставить это будущему поколению. И начинает починка вот это вот, начинали мы все это от ремонта маленького, мелкого, а потом уже как бы исходя от того, что время проходит, там уже разрушения уже другие идут. И нам потребовались реставрационные какие-то методы, и как видите, тут мы в России начали этим заниматься, потому что Россия это православная, да, и большую ценность это как бы носило это церковные, да, сооружения сакрального характера и иконы. Вот мы начали с икон. Да? Видите? Иконы, потом у нас начинается реставрация этих деревянных церквей. Вот эта вот книга Ополовникова, да, книга называется, по-моему, прямо таки называется, сейчас скажу, «Реставрация памятников зодчества, деревянного зодчества». Сохраните это, потому что эта книга вам понадобится для исследований, для других источников. Если вам интересно, посмотрите. Так, у меня что-то не загружается. Почему интересно? У Ополовникова очень много книг, по-моему, 5 или 6, и они в основном деревянное зодчество. Деревянное зодчество, потому что как бы у нас в основном это были деревянные сооружения. Вот книжка «Деревянное зодчество Якутии». Но там в основном говорится про якутские сооружения, а я показывала про реставрационные. Там были церкви деревянные, которые по Золотому кольцу России можно посмотреть. Ездите и смотреть деревянные. Там очень красивые деревянные сооружения, но они заменяли. Вот, например, часть какая-то деревянная разрушается, мы берем какую-то часть и повторяем, дублируем. Это называется дублировать кусочек вот этот вот и вставляешь туда, где утраченная часть. Не то, что кирпич там сломался, да, или там разрушился. А если кирпич разрушится, что делать? Ну, если есть возможность его... Крошиться прям. Да, нет, там просто его заменяют на другой. Ну, у меня как бы возник вопрос, когда я вот готовилась, а если дерево уже не то? Вот были как бы исследования, в общем, деревья уже не те, которые сейчас растут. Ну, да. Раньше в Сибири росли очень такие вот широкие деревья, да, такие богатые, и срубы такие толстые были. А сейчас они очень мелкие, и что делать, если они очень мелкие? Вот я задалась вопросом, я не могу даже себе Да, ответить. вот в этом есть сложность, да, вот именно в реставрации дерева, потому что вот найти дерево того же диаметра, да, вот, очень сейчас очень сложно. Ну, Поэтому... нету их. И что им? Да. Вот, например, у нас же есть вот как... Вот та же башня, да, надвратная башня Якутского острога, вот ее сделана, она четко по обмерным чертежам, но там даже лес специально находили, это вот именно для электрических столбов, это специальный лес искали, находили вот именно у организации, которая занимается строительством этих электрических столбов, но там диаметр меньше, потому что там у нас есть фрагмент 3 бревна, которые были вот с того периода, острог делал. Сегодня это 5 бревен. Знаете, было 3 бревна, а сегодня 5. Потому Ну, что конечно, мешает. очень сложно сейчас найти. Мешает. И это вот
допустим, вот сейчас этот лес где-то заказывать надо других, еще, допустим, в Усьмайском районе есть, еще там повыше, да, там вот еще можно найти. А так, да, очень сложно. Да, и вот, например, когда я исследовала, все-таки реставрация начинается с исследования, все-таки научного. Потому что нужно быть любопытным в этом плане. Например, вы выбрали какой-то объект, предположим, да, что вы будете делать? Ну, конечно же, исследовать надо памятник, да? Памятник, вам нужно найти первоначальные проектные, да, схемы. Потом еще нужно понимать, как это было, почему я говорю, чтобы вы смотрели, как было раньше в Якутске, чтобы понимать, где были эти деревянные дома, где были каменные. Например, кто помнит первое каменное сооружение в Якутске? Библиотека, наверное, Не, библиотека это позже. Первое каменное сооружение было канцелярия воеводческая. Воеводская канцелярия. Воеводская канцелярия. И она находилась вот в районе казначейства, которое вы будете... Вот там, где как раз вот, театр оперы и балета, вот в тех краях за ним оно стояло. Оно разрушили буквально где-то в 90-х годах, еще пытались сохранить этот объект, но когда власть была сильна, они просто убрали все. Якутск начинался с этого деревянного Кремля, который вон там, вот, где опера и балет стоит сейчас. Это центр Якутска считался раньше. А потом от этого места шла улица Большая. И по этой улице Большой как раз-таки Пушкина сейчас стоит, ну, библиотека Пушкина. Это сооружение было построено по инициативе губернатора Якутска, Крафта. Да. И вот как раз-таки после этого начали строить вот хорошие такие объекты, памятники. Но не скажу, что прямо деревянный Якутск такой уникальный, а вот части какие-то, деревянные части города, это уникальное, потому что оно, как сказать, является памятником сибирской архитектуры, деревянного искусства. Но прикол в том, что он еще такой адаптировался под якутский. И там наличники с якутскими узорами, ну, видели, наверное. Декоративно-прикладное искусство, должны вы понимать, то, что там у вас есть орнаменты якутские, у вас есть совсем другие, например, если кто был в Томске, там очень такие пряничные, такие деревянные сооружения есть. Если сравнить с этими, у нас очень такие поскромнее, но имеется в виду адаптированные, поэтому они уникальные памятники. Ну, я так думаю, может быть, согласятся и исследователи, и специалисты в этом деле, да? А вот балаганы, вот почему балаганы не становятся каждый балаган там уникальным, да? Почему, интересно? У нас их много. А? У нас их много. У нас их много, еще. Ну, как бы, у меня есть балаган, у тебя есть балаган, в чем разница? историческая ценность. Исторической ценности там нету особо. В чем историческая? Ну, мы же тут говорили краски, не краски, цвета, не цвета. В чем звук, не звук? Это можно применять только как музей под открытым небом. Эта задумка очень давно сидит. Она исполнена или нет? Пока же нет, да? Но есть какие-то... Нет, ну, допустим, Дмитрий Николаевич Сорон-Авалон, он уже, допустим, музей, вот Черкёв, это музей под открытым небом. Да, да, но он недоступен каждому. Ну, конечно, он далеко от Якутска. Ну, вот сейчас дорога Колыма делается, да, вот. Все-таки сейчас вот уже Черкёв становится доступен. Черкёв, да. Или Сотинцы, скажем, да, тоже вот музей под открытым небом, тоже. Вот это, пожалуйста, в жизни одного человека он создал такие мощные музеи, да. Угу. И вот Исхатын, ну, как бы тоже, наверное, можно как элемент, ну, который доступный, да, нам, туристам, например, которые приезжают. Там тоже можно увидеть. Почему балаган не может быть историческим? Потому что он строился по канонам. Каноны. Знаете, что такое каноны? Кто знает каноны балагана?
По Обычаи, обычаям, да? я не знаю. По обычаям, да. Да. Есть сильные обычаи, которые у нас остаются и сохраняются до сих пор. Это выход на восток, да? Это как сакральная церковь, например. Усеченная пирамида. Да, усеченная пирамида и, например, церковь. Церковь тоже по канонам всегда строилась, потому что это сакральное место, и туда приходишь молиться, и связь с духовностью получается. А у нас это как бы в обыденности это было, и это сильно, и тоже уникально. И внутри захоронений находили эти Фрагмент. фрагменты урусы. Это очень интересно. То есть ничего не пропадало. Это очень экологично. У меня даже статья была «Экологичный дом». И как раз-таки Балаган является экологичным домом. Почему? Потому что он весь сделан из экологичных материалов. Дерево, песок, там, даже вот эта вот обмазка. Обмазка тоже делалась экологичным путем. То есть это очень уникально. Вроде бы дождь идет, да, но внутрь почему-то не попадает, потому что кровля, она как бы впитывает, и как-то происходит испарение само по себе каким-то природным экологичным способом. Вот. Так. Дальше, что я хотела вам рассказать. Вот про дерево я хотела рассказать, потому что вот, дерево уже не то. Вот, а по металлам, что я могу сказать по металлам? По металлам у нас не так много находок, имеется в виду архитектурных памятников. Можно ли сказать то, что у нас вообще как бы особо не было металлических объектов в архитектуре, даже фрагментов нету особо. Это в основном оружие, украшения, какие-то декоративно-прикладные вещи, которые у нас сохраняются в МХМ, художественном музее, и других музеях. Вот здесь вот тоже, кстати, есть в Ярославском музее тоже вот такие памятники. Вот, но там в основном летописи вроде. По камню... Ну вот у нас по железу, да, у нас стало как бы в архитектуре использоваться железо с приходом русских, конечно, да, вот русской культуры. Это вот у нас, допустим, дом сохранился хороший, это вот, посмотрите, Ярославского 45, да, это вот в Залаге, Ярославского 45, самый красивый дом сохранившийся. У него как раз вот все водотоки, да, они вот металлические, вот они сделаны из металла, да, из кровельного железа. Крыши там делали тоже кровельные, допустим, вальмовые крыши там тоже металлические использовали, там, да, вот металл использовался. В общем, вот в основном вот в таком виде. И то, что когда вот старые дома восстанавливали, особенно русской кладки такие, да, мы как бы, русский дом, это значит вот именно когда горизонтальные бревна, там, да, это русский дом называем. Вот там как раз используется металл вот в этих моментах. А так, конечно, очень нету. В общем, наши предки использовали те материалы, которые доступны. А не только наши предки, это весь мир так делал. То, что ему доступно, этим и он и свое жилье строил. И потом железо добывалось сложное, поэтому Сложно. проще взять нож, топор, Камни. Вот. наконечник для стрелы. Да. И если исследовать вот эту вот тему реставрационно-исторические памяти, это очень интересно. И мне кажется, этим и нужно заниматься, потому что сохранение все-таки культуры, оно испаряется, пропадает, глобализация приходит, и многим это как бы не особо-то и важно, поэтому хорошо, что вы пришли и сегодня слушаете эту лекцию. Вот. И вот эти вот деревянные сооружения, получается, у нас как бы тайга, лес доступен, мы уже сказали то, что дерево мельчает, и вот с этим что делать я пока не знаю, если узнаю, то поделюсь потом. Каменных сооружений у нас так таковых вот не было до прихода русских. Как я сказала, памятник первый это был канцелярия воевода, который уже нету, потом колокольня была, которая тоже там же рядышком с ним стояла. Потом вот завтра вы пойдете, завтра же, да, пойдут? Да, завтра в казначейство вы да. пойдете. Вот это вот тоже уникальное каменное сооружение, которое вот примерно из тех времен. Это времена Петра Первого примерно. И если посмотреть с архитектурной точки зрения, там окна такие, ну, стиля Петра Первого.
ну, того времени. То есть все-таки тенденции в архитектуре остаются. Ампир, вот это вот все, оно уходящее, приходящее, там Баухаус приходит, потом типа конструктивизм, когда приходит Советский Союз и так далее. Попроще становится, типовые сооружения появляются. Это все историческое. Ну, у меня просто специализация теория истории архитектуры, поэтому я вот эволюцию развития архитектуры наблюдала, то есть смотрела. Это очень интересно. А вот якутское зодчество — это вообще уникальное. От балагана до адаптационных вот этих вот срубных домов, да, которые ну, до сих пор меня удивляет, потому что я была в гостях у Мандаруса, и у него как бы дом адаптирован под балаган. Ну, то есть Да, люди там живут до сих пор, ну, скажем так. Вот, кстати, по якутским балагану, вот мы этим летом в экспедиции были в Солдатском районе, и там в одном Малайзии вообще уникальный якутский балаган. Его больше в жизни не встречал никогда. Значит, ну основа тоже столбы, все стоит, но бревна там не вертикально, а горизонтально. Представляете? Бревна горизонтально стоят. Вот так вот. И там 3 камелька целых. Значит, это была семья большая, и дом большой такой. Жили там, да, значит, 3 камелька стоят. И бревна такие вот горизонтальные. Да. Вообще уникально. Да, это адаптация Да, вот именно вот как раз симбиоз 2 архитектурных таких вот направлений. Да, и это очень-очень интересно. Вот я вам хочу показать список памятников архитектуры. Это тоже не я составляла, это я взяла у своей коллеги, но она получила от Олега Георгиевича. И вот как раз-таки колодец купца Шергина, да, вот он, Кулаковского, 18. Ну, сходите, посмотрите. Но вот эта вот таблица, кстати, может стать неплохим экскурсоводным Ну, да. фрагментом. Это то, что есть. Могилы, дом Монастырева, вот улицы прям написаны, проспект Ленина 5/2, дом этого Чапалова. Дом Чапалова, да, это? Да, Чапалов Владимир Николаевич. Чапалова 5. Чапалова 5. Чапалова 5, да. Да, там недавно рядом что-то горело. Вроде. Ну, они Говорит, пожар был на Чернышевска 28. ну, Чернышевска 26 и 28 мы как раз там проводили субботник и очистили территорию этих 2 дворов. Значит, эта территория стали проходными. Да, забор там, один объект купил себе предприниматель, он там его восстанавливает, чтобы этот дом на Чернышевска 28. Он очистил всю территорию, там несколько КАМАЗов вывез мусор, из дома весь хлам вывез. Ну, через 2 дня подожгли. на конкурентов? Ну, там ведь начали говорить, что вот специально поджог сделал, чтобы построить там какой-то коммерческий объект каменный. Но я хочу сказать, что им сейчас невыгодно там эти пожары устраивать никому строителям, потому что 26 августа вышло постановление правительства именно по охранной зоне номер 2, Якутск деревянный завод. И там прописаны все градостроительные регламенты. Из какого материала только можно строить, высотность домов, да, какой должен высоты, какие материалы нельзя использовать и прочее. Поэтому там даже если, ну как бы кто-то думает, что вот специально он сжег там, да, чтобы там построить какой-то объект, этого не получится. Он только должен поставить такой же дом. Он так и сам был в шоке, когда пожар произошел, там мальчишки, это проходной двор стал, все открыто. Строили пожар, к сожалению. Но хорошо, что мы там 26 тоже, это как раз дом 26, это взяли мы под свою охрану на восстановление. А там жил Дмитрий Иконович Сумномолов в свое время. Вот мы там планируем его восстановить, и чтобы он был в своем первозданном виде. Вот дом, где жил Ярославский, тут находится. Тут фрагментные фотографии есть. И тут очень много памятников. Ну, возможно, тут не все, но как бы видно, что... Вот, к сожалению, утерянный дом, вот сейчас вот соляная лавка, вот она. Да, соляная лавка, Это вообще уникальнейший объект, глухой очень переулок. старый, да, вот он стоял до наших дней, этот объект, соляная лавка. Это глухой переулок. Знаете, где глухой переулок? Да. Вот там как раз стоял. И вот взяли, вот буквально недавно, можно сказать, если в историческом плане взять,
снесли этот дом и поставили новодел. Каменные поставили, там что-то обшили доской. А вот историю взяли и выбросили. К сожалению, тогда не было нашего общества охраны памятников. Мы бы не позволили. Вот. И вот городская библиотека. Вот она. Да. Ленина. Вот она, пожалуйста, вот казначейство, где мы будем завтра с вами. Да, казначейство. Там красиво внутри стало вообще. Ребята здорово поработали. Но мне не понравилось, как они там дорожку сделали с улицы. Очень неаккуратно. С улицы, вот я не знаю, с улицы кто дорожку сделал. Как-то все опять тяп-ляп. Всё так. Не должно быть так. Завтра посмотрим. Мне не понравилось. Какую там дорожку они сделали. В общем, Вот архитектор эту плитку дорожную. Лешевич. Архитектор Лешевич по проекту Лешевича. И вот этот Лешевич очень много объектов каменных построил в Якутске. Да. Вот. Посмотрите, кто это. Это архитектор, который, видите, он со вкусом, так, с душой, видимо, делал. Когда я училась на первом курсе, нам обмерные задания давали. То есть нужно было просто сфотографировать дом, и чтобы развить в начинающих архитекторах как глазомер, нужно было руками, то есть без линейки, вычертить объект. И вот архитектор Лешевич, его объекты как раз-таки нам подходили. И вот мы чертили робитографом вот эти вот объекты чернилом. Здесь очень много, список очень большой. Как вы заметили, это в основном объекты, которые начинаются с 1900 с чем-то. Вот. А до этого остаются только вот эти деревянные сооружения. И вот каменные начинаются только с этого момента. Поэтому про камень могу рассказать только про Египет, где самые древние каменные сооружения, пирамиды идут. Даже там заменяют вот эти вот кирпичи большие на новые кирпичи, потому что они крошатся и сыпятся уже, получается. И, возможно, когда-нибудь это будет новоделом, то есть без старинных кирпичей, точнее, вот этих вот каменных блоков. Там заменяют прямо блоками огромными. Вот, но не все там так, заменяют там. Вопросы какие-то, может быть, есть по презентации? Так. Вот она, воеводская канцелярия. Это первое каменное сооружение. И там вот колокольня. А что там было? Канцелярия. Канцелярия, там, значит, в одной части хранили пушнину, это вот то, что ясак собирался, да, вот потом отправляли в Москву, соответственно, и казна там была, деньги были, Почта. хранились. Письма. И другие там, значит, документы, да, отчеты казаков. Кстати, вот здесь и нашли, вот мы говорим Берингов пролив, да, Беринг открыл. На самом деле до Беринга там уже проходили наши казаки, да, они Бекетов, Дежнев там уже прошел, и он сделал отчет, и вот только вот здесь в архиве-то нашли этот отчет, что оказывается до Беринга прошли наши именно из Якутска, наши землепроходцы, открыли Берингов пролив, они тогда доказали, что американский континент и российский, они разделены проливом, и эти документы были здесь. И вот один из наших там, когда экспедиции делали, там ученые с русского географического учреждения, там обнаружили эти документы, но уже было поздно, уже географическое название дано. Да, вот. И вот это каменное сооружение было только построено в 1707 году. Вот. А рядом часовня. Стоит большая часовня. И Троицкий собор рядом. Да. Троицкий собор, а он сейчас замороженный стоит такой. Укутанный. Реставрацию начали делать. Мгм. Это объект епархии принадлежит, поэтому вот они взяли средства первые, спонсорские, начали восстанавливать, и дальше у них деньги закончились. Поэтому вот долгострой такой идет. Да, и там были найдены как раз-таки очень такие
такие древние фрески, ну, которые уникальные тоже. Поэтому для федерального уровня он Да. как раз таки подходит. Когда штукатурку сняли, Да. современный штукатур- под слоем уже нашли. Ну и там даже своды такие все были там, да, вот то, что было потом изменено, все, это все как бы нашлось. Вот. А вот это вот, ну, вы видели, наверное, миллион раз такие вот, типа аласы, да? В деревнях это очень частое явление. И наши студенты архитектурного факультета, они ездят туда летом делать обмеры. То есть вы находите объект, ну, предположим, что это балаган, да? Вы едете туда, находите старожила, который говорит, вот тут жили, и вы начинаете уже исследовать. Тут жил там какой-то писатель, он вырос здесь, и это уже уникальное такое вот сооружение получается. И вы начинаете обмер делать. И обмер этот происходит в таком варианте, какой он есть. Да? А дальше то, что там открепляли хлев от жилого помещения, это совсем другие законы. Там, мы видели балаган, он был как бы цельный, да, жилая часть и хлев потом, да. Когда пришел там, по-моему, в 13 году, по-моему, установление, что жилой дом должен отделиться от хозяйственного, они просто взяли и вот так вот отрезали, как-то убрали и просто вот так вот построили. То есть здесь стена жилая, а здесь стена хлева получается. И там проход такой. Просто у них не было вариантов взять и вот так вот перенести куда-то. Они просто взяли и стенку вот так поставили. Ну, как бы, это тоже адаптация такая идет, уникальность тоже. И вот мы находили такие вот хотоны и балаганы, вот, которые так делали, именно так делали. И вот мы ходим, значит, обмеряем, там лазером, не лазером, потом начинается уже все это вот руками вы делаете сначала, да, а потом чертите, потом сдаете отчет, получается. Отчетность о том, как это, типа даже толщину бревен смотрите. То есть там окна какие были, или сохранились ли окна, есть ли там камелек, нету камелька. Вон там есть камелек просто, там труба торчит. А возможно, это просто труба торчит, просто не видно. Вот. И вот так вот мы ходили и измеряли. Это прям практика такая идет, летняя. Наверное, у реставраторов есть такая практика. Я просто не в курсе, как у них практика проходит. Вот. Дальше я хотела что показать. Конечно, у строителей там, да, вот мы возили их студентов, вот Павловск, они там, ну, как бы уже могут обмерные чертежи делать, четко все работает. А с ребятами с художественного училища мы обмерные чертежи делали как раз в Залаги и как раз этого училища, художественного училища. Вот там они делали обмеры тоже. Но они больше, конечно, художественные. Я все-таки за художественное, чем нежели просто чертежи. Архитекторы, конечно, тоже умеют рисовать, но у них больше идет как чертежное. Да. Вот. Ну, там у них четко там размеры, все так вот, да. Да, там прям до деталей. Да, а художники, они уже немножко по-другому подходят. Там есть дух какой-то появляется. Ну, я ходила, когда работала художественным, на просмотры, нас заставляли. Я там больше не работаю, поэтому я могу так говорить. Нам заставляли, и мы ходили, но это было интересно. Я преподавала черчение, потому что я архитектор. Вот, черчение, и мои студенты как бы чертили всегда архитектурным шрифтом. Ну, писали архитектурным шрифтом, потому что архитектурный шрифт, он очень, как сказать, дисциплинирует. И по-любому вы так же пишете до сих пор. По-любому. И вот они делали красивые детали, например, какую-то такую, типа, зеркало красивое, да? Там, проект зеркала, например. Но там не хватает вот чертежей. То есть, если я пущу это в массовость, то в массовость это не пойдет, потому что это единственный предмет, а на производство
просто это не пойдет, потому что там нету, как сказать, технического задания, как это сделать. Вот, поэтому в основном технические вот эти замеры нужны очень. Вот. Не только исследования, потом обмеры, и этот технический документ очень, ну, как сказать, фиксирует, и дальше людям, которые после вас придут, им будет легче понимать, что у вас как бы есть, тогда было. Вот. Так, пойдемте дальше. Вот тут, как я говорила, историко-архивные исследования, изучение библиографических источников, это архивные, да, литературные источники, научно-проектные документации, которые, ну, сохранились, да, возможно, это в архивах можно будет найти. Вот графическое построение утраченных фрагментов. Вот утраченные фрагменты, я вот не знаю, как точно, но если памятник, ну, утрачен, да, часть какая-то, то восстановление это идет вот как дорисовка утраченного фрагмента. Это в основном идет от этого. Ну, дальше это будет как сказать, это все равно будет памятником, но это будет уже новодел, следующий фрагмент. То есть это уже не уникально, но это восстановление называется. Это не реставрация называется, а реконструирование. Да ведь? Вроде. Так. Так, дальше. Вот это вот схема основных нагрузок, воздействующих на стены. Это не нашего, да, а цокольная. То есть у нас нет цокольных этажей, это больше там, где нет вечной мерзлоты. И вот воздействие, которое у нас, это в основном дожди, снег, да, заболоченность, вот эти вот вещи, нагрузка на этот идет, на памятник. Вот, поэтому вот гидроизоляционные материалы я, наверное, не буду рассказывать. Если вам будет интересно, я могу отдать эту презентацию, можете потом сами почитать. Есть вот такие вот понятия. Это очень такое вот инженерная часть, да, а моя часть, она больше теоретическая. Вот. Как-то так. У вас не возникли вопросы? Вопросы у кого есть? Вот. Вот здесь вот картинка, не видно. Вот здесь вот восстановление идет утраченной части памятника. Это, по-моему, это колонна, часть колонны. Да. В основном это происходит с этими, с римскими сооружениями, греческими сооружениями. Там идет уже, так как там климат совсем другой, там даже дожди бывают с частичками кислотности. И вот они разрушают даже мрамор. Поэтому многие сооружения, которые в Греции, они поменяли на не подлинники там стоят, а эти стоят дубликаты. Вот, поэтому даже в Лувре многие памятники это дубликаты. А все остальное, которые вот памятники, они находятся в других помещениях, холодных, где темно и никого нету. То есть вот такие вот условия даже есть, чтобы сохранять до такой степени уникальные исторические памятники. Неважно, это там здание, не здание, скульптура, не скульптура, живопись, не живопись. То есть нужно сохранять. Вот. Так, вопросы есть? Конечно. Вопросов нету. Хорошо. Ну, я тоже согласен, тоже хочу вас поблагодарить. Вы откликаетесь всегда на наши просьбы. Читаете нам лекции, тоже небольшой такой презентик. Спасибо.
На память